Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в гостях у меня преподаватель, профессор, социолог. Ну, короче, философ, наверное, даже где-то в какой-то степени. В кандидатской степени. Юрий Михайлович Бубнов. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Здравствуйте. Вот доктор социологических наук, профессор. Что вот в это социологическая наука, в это огромное понятие входит? Мне, если честно, тяжело представить. Доктор социологических наук. В чем надо разбираться? Специалистом в какой области, в каких областях нужно быть? Основатель социологии как науки, человек, который придумал слово социология, Агюст Конт, вообще считал социологию метанаукой, вообще наукой всех наук. Он считал, что все, что было до социологии, начиная с математики, биологии, химии, физики, психологии, все это лишь преднауки, а настоящая наука – это социология. Ну, можно соглашаться. Как все преподаватели говорят, да? Ясно, что да, это середина 19 века. Понятно, что мы сейчас выросли и поумнели. Я немножко иронизирую. Вот. Но тем не менее, да, я так и понял, отношения... потому что серьезно к этому слову поумнели относиться, да. Серьезно к этому нельзя. Совершенно верно. И тем не менее, вот доля истины, попробуем найти долю истины в этих словах Агюста Конта. В какой степени наша жизнь зависит от социальных факторов? Я полагаю, вы можете сказать, что я социолог, поэтому я хвалю свою кочку, всяк кулик, да, свое болото хвалит. Я так полагаю, что многие, если не все стороны и сферы общественной жизни зависят в той или иной степени, чаще всего в кардинальной степени, зависят от социальных факторов. Я полагаю, что вообще само создание человеческого общества, образование его из первобытной орды, из животного состояния, из животного стада, даже само животное стадо, это уже есть проявление социального качества. На одном примере покажу значение социального фактора. Из всех хищников считается самыми успешными. Угадайте, какие хищники? Самые успешные в охоте. В чем? Самые успешные в охоте, да. Это можно сосчитать по проценту успешных атак, удачных атак. Да. Атака, там жертва убегает или жертва не убегает. Вот жертва не убегает, она становится жертвой, и это считается успешной атакой. Вот у какого животного больший процент успешных атак? Угадайте. Угадайте с трех нот? Да. У льва нет. У тигра нет. Белый медведь нет. У гиеновых собак. У каких? У гиеновых собак. Гиены. Нет, не гиены, а гиеновые собаки. Есть разновидность, да? Да, это сравнительно такие небольшие животные, похожие на собак. Потому ли, что они охотятся стаей? Совершенно верно. Они успешны, потому что распределяют обязанности. Совершенно верно. Кто-то загоняет, кто-то встречает, совершенно кто-то верно. В засаде. У них более 60% успешных атак. Более того, у них есть взаимопомощь. Они кормят не только щенков. Они ловят там антилопу гну, предположим. Поймали, растерзали ее, набивают свои желудки и приносят полупереваренное мясо щенкам и старым особям, а также больным, раненым в предыдущих битвах. То есть они ухаживают не только за малыми, очень детьми. Организованная толпа, по большому счету. Ведь гиеновые собаки львами, благородными животными назвать нельзя. Конечно. Я специально взял но при этом, что у них успешные атаки, при этом они благороднее не стали львов или тигров. Почему благородность? Я говорю об успехе. Успех. Я как раз беру все равно о уровне социального статуса в обществе. Именно лев благороднее считается, да, допустим, тигр. Это мы с вами считаем льва благородным животным. Это наше человеческое привнесение
Художественное, скажем так. Художественное, да, эмоциональное, в естественную природную среду. А в естественной природной среде успешным оказывается тот вид, который в наибольшей степени социально организован. Даже в человеческом обществе. Вы посмотрите, есть более успешные народы, есть менее успешные народы. Вот чем они отличаются друг от друга? Вы можете сказать, они отличаются местом проживания. Одни народы живут в более благоприятной среде, другие в менее благоприятной. А культура – это и есть социальная организация. Давайте возьмем два народа очень близкие по этническому, так считается, есть такое мнение, что они этнически тоже близки. Это белорусы и шведы. Да ладно. Да. Белорусы и шведы. Белорусы и шведы. Белорусы и шведы. Ну, есть мнение, что родоначальники, которые позже стали называться богами викингов, они пошли в Скандинавию отсюда, с среднего течения Днепра, то есть территории Беларуси. Ну, один швед, который был у нас тут на конференции недавно, несколько лет назад, он выступал, если зрители знают, здание БИП здесь на площади Орджоникидзе с видом на Днепр. И выступая, так и оглядываясь на течение Днепра, он сказал: мои предки каждую весну спускались вниз во греки, это по-нашему, а осенью поднимались к себе домой с награбленной добычей. И не всегда они успевали до заморозков, до ледостоя, да? И часто останавливались здесь, на этих берегах. И он поправил свои белокурые локоны, и он посмотрел своими голубыми глазами на сидящих в зале таких же белокурых, таких же голубоглазых белорусов. Это был явный намек, и можно относиться серьезно, можно относиться к этому как к шутке. Но там есть доля правды. Так вот, два похожих друг на друга народа, и даже по количеству белорусы составляют раньше 10 миллионов, теперь уже меньше. И шведы тоже примерно столько же. Но однако же шведы живут иначе, чем белорусы. Почему? Географическая среда у них, наверное, все-таки жестче, чем суровее, да. Да, жестче. Меньше пахотной земли. Да. Вот. В чем же причина? Почему шведы более успешны? А то, что они более успешны, можно видеть хотя бы по количеству брендов мировых, известных брендов, шведских и белорусских. Белорусский бренд, понятно, это БелАЗ и Лукашенко. Не знаю, БелАЗ это бренд или нет. По-вашему, Лукашенко бренд? Дело в том, что Лукашенко уйдет, а БелАЗ останется. Какой бренд больше? Сегодня в мире Белоруссию знают по Лукашенко. Этому можно радоваться, можно огорчаться, но это так, вообще-то. Или по БелАЗу. Можно посмотреть. Мы можем поспорить на эту тему. Это скорее для иронии. Я сказал, это для иронии вообще-то. Так вот, а шведы знают по многим брендам. Я не буду их перечислять, их знают все. Почему? В чем? На мой взгляд, дело в том, что шведы лучше и больше социально организованы. В том числе и очень предметно на уровне местного самоуправления. Шведы, датчане, норвежцы, финны – это самые успешные страны, наверное, все-таки на Земле. Хотя, судя по разным индексам, они успешны. Потому что я не помню. Причина одна из причин, там никто по 20 лет не правит. Они наилучшим образом, они наилучшим. Но там и правят. Короли были, я согласен. Но кроме именно поэтому там мало правят так долго, и там нет того, скажем так, что мешает нам жить по-шведски. У них есть местное самоуправление, очень сильное. Вы думаете, что там какие-то особые люди во власти, и они не хотят власти, они не хотят властвовать, и они не хотят властвовать самодержавно, они хотят властвовать самодержавно, и местное самоуправление не дают. То есть социальная организация, начиная с низов, она не дает проявиться. То есть сдерживающий фактор на мировом опыте, то есть который они сами прошли,
И есть рамки, через которые просто человек теряет свое даже социальное и моральное достоинство, будучи долго у власти. Поэтому власть Вы самоуправления... смотрите на там, благородство, достоинство, на какие-то моральные характеристики. Я хочу Даже опираться- нет, даже не я на хочу благородство и опираться достоинство. На факты исторические, социальное развитие. Да, да. Но я эти факты исторические предпочитаю, скажем так, иметь в исчисляемом формате. Например, индексы различные, там, уровень доходов, предположим, или даже вот в годах правления, скажем так, высших руководителей. Это тоже один из факторов, по которым можем видеть. Вот есть такая низовая муниципальная самоорганизация, социальная организация, повторяю, или ее нет. В Беларуси, на мой взгляд, белорусами я считаю не только этнические, те, кто живет Я понял, на этой да. территории. Вот. Мы, к сожалению, меньше социально организованы в меньшей степени, чем шведы. Поэтому мы живем хуже, чем шведы. Не потому, что у нас земля хуже, она у нас лучше. Не потому, что у нас климат хуже, он у нас лучше. Не потому, что Так в у чем нас дело, Юрий ума Михайлович? меньше. Уже кем-то что-то, Ума не формула меньше. придумана давно. Почему ее не Я взять? говорю о том, что я занимаюсь как социолог, на мой взгляд. Опять же, да, Ну, я ход ваших мыслей понял, а зритель наш тоже понял. Так вот, почему, что сейчас нужно придумать в Беларуси, в которой среда лучше, земля плодороднее, так? ну, сравнительно Потенциал со Швецией. человеческий, мозги Великолепно. те же самые, да, великолепно. Все приходят, говорят, белорусы молодцы. Так в чем дело? Ну, не надо Нет изобретать социальной велосипед. организации. Социальная организация. Нет социальной а почему нет организации? социальной организации? Потому теперь? что нет. Вот вы подводите к тому, что у нас нет самостоятельных управленческих систем на местах. Все время подчинение сверху, звонок сверху. Да. Инициатива наказуема. Да, инициатива наказуема всегда. Она всегда наказуема. Но у меня был один руководитель, он говорил такие вещи. На собраниях, когда спорили, он говорил, почему вы молчите? Вот я вот сказал, вот надо сделать так и так. Почему вы молчите? Почему вы не спорите? Не может быть, ладно, в этом я прав, в этом прав, в этом прав. Не может быть человек во всем быть правым вас и был все хороший знать. руководитель, у вас был Он сказал, хороший. почему вы не спорите? Меня это бесит. Доказывайте, я же не дурак, и я уверен, что раз вы занимаете руководящие должности по тем или иным направлениям, значит, вы же не просто их так получили. Поэтому давайте спорить, давайте решать, давайте на это ходить. А я уже буду принимать решения в зависимости от того, какие будут предложения. Говорит, мы выслушаем всех и сделаем так, как надо. И что же вы отвечали на его вопрос, почему вы не спорите? А дело в том, что я там был не один, и этот вопрос касался не меня, но я это оценил. Просто я навсегда это в память у меня врезалось. Но вы не спорили? А как можно с этим спорить? Этим можно только не гордиться, а это можно такого руководителя только, ну, скажем так. Нет, вы уходите от вопроса. Вы не спорите с теми предложениями? Нет, в своем направлении спорил всегда. Он даже меня иногда вплоть до выгонял. То есть принеси мне доказательную базу, принеси мне расчеты, принеси мне, и только тогда, или уже когда у него не было аргументов, я говорил, ну все, но за это отвечаешь ты, твоя здесь подпись будет. То есть спорить, конечно, приходилось. Очень многие, нет, я не согласен, этого не будет. Ну, человек собирался, уходил, говорит, ну все, директор не разрешил, ну и хрен с ним. Но мы же делаем не для директора и не для себя, мы же делаем для людей. Значит, вопрос вашего директора, так сказать, был обращен не к вам лично, а к другим, да? А вы были активны. К сожалению, я тоже такой вопрос обращаю к своим студентам часто на семинаре. Ну почему вы не креативны, не инициативны в той мере, какой я бы хотел видеть студентов, какой я себя видел, когда я был студентом? Может быть, это старческая, может быть, это уже проблема поколений, когда, знаете, так, да, великовозрастные начинают пенять молодым на то, что они такие хорошие, какие были мы когда-то. Может быть, это так. Но у меня такое впечатление, что молодежь, ей легче не думать, ей легче принять чужое мнение, ей легче, даже готовя какой-то доклад, какое-то сообщение. Это вы уже из опыта своей преподавательской деятельности, да? Да.
Не то чтобы я считаю, что молодежь у нас хорошая, я считаю, что... Кто в этом виноват? Хороший вопрос для социолога. Это Начнем такой, с самого главного, как мне кажется. Самое главное. Институт семьи. кто виноват и что Институт делать. семьи. Не скажу. Семья виновата в большой степени. И расскажу почему. Авторитет в обществе кто создает в первую очередь, когда ребенок кого видит и говорит первые слова? Маму с папой. И мама с папой совершенно правильное слово. Мама с папой это те, кто определяет такую нормативную основу жизни и воспитания ребенка. Может быть, я слишком там витиевато выразился, но вот мы живем в среде разной, воздушной, там, да, в среде социальной. Социальная среда для нас такая же, как и воздушная. Мы дышим этими нормами, мы ими руководствуемся, не замечая их. Воздух мы тоже можем не замечать, мы его только замечаем, когда его нам не хватает. Один умный человек сказал... Или он меняет запах. Да, или меняется, перестает быть чистым воздухом. Один умный француз сказал, рыба ничего не знает о воде. Я бы добавил, что она о воде узнает что-то, когда оказывается без воды. Вот мы живем, для нас это среда, это нормы, которые определяются предыдущими поколениями, а также мамой, папой, а также власть придержащими и так дальше. И эти нормы, они лепят нас. Мы такая нормативная среда. Нормы поведения. Нормы вы имеете в виду, поведения, да? нормы мышления, нормы чувствования. А нормы культуры может быть? Нормы культуры, языковые, вербальные нормы, поведенческие нормы, что прилично, что А неприлично. нормы ответственности? Норма ответственности, конечно. Вот вся эта вот разнообразная, многоэтажная, многоуровневая, имеющая свои лакуны. Как-то очень много норм. Конечно. А как разобраться в И них? они многоэтажные. Есть нормы законопослушного гражданина, а есть нормы зэковские. И у них тоже есть нормы. И они довольно жесткие, эти нормы. Мы можем выбрать свою, как бы так. Есть нормы прав и обязанностей. Ну, конечно. Разные. Да, но так я про это и говорю. То есть воспитать социально правильного человека. Да. Слушайте, я никогда не задумывался об этом. Оказывается, это И вот теперь одна мы из говорим о важных. семье. И вот теперь мы говорим о семье. И вот появляется ребеночек, да, 52 сантиметра, там, да, 3600, или вы как? Вы такой... 4800. 4800. Вот появился маленький мальчик, его назвали Слава, 4800. Рост у вас был тоже хороший, наверное, Да, 56. 56, хорошо. И вот он оказался в этом облаке социальных норм, в этой среде социальных норм. И мальчика стали воспитывать. А как воспитывают у нас? По-славянски. Опека, забота. Славочка, не падай, ты ушибешься, ты набьешь шишечку. Славочка. Не так, Там, не ну, так. я Упал. Ага, будешь знать, пока вот держишь и пока не упал, не понял, что это ясно, больно. Значит, вас воспитывали не по-белорусски, понятно. Я говорю... Жестко, меня Я воспитывали говорю, жестко. значит, вас воспитывали не по-славянски, не по-белорусски. А по-славянски, по-белорусски воспитывают так. Ну, пусть зрители, так сказать, меня плюют через экран. Мама, папа окружают младенца, а тем более все чаще и чаще это один младенец, один ребенок. Да, все чаще и окружают чаще. его. Да, к сожалению, мы об этом можем еще поговорить. Поговорим. Другая немножко Поговорим. тема. Окружают опекой, заботой, особенно вот мамы. Муси-пуси, ляся-ляся. Муси-пуси. Я называю это таким женским воспитанием. Ну, условно говоря, пусть женщины не А что здесь обижаются. плохого? Ничего плохого Да нет. по какого-то времени так, наверное, и надо. Я вижу два типа воспитания. Очень грубо, конечно. Вот это грубо, это не научно, но, вот, условно говоря, для Пока ребенок не пошел и не начал говорить и осознавать, наверное, так и надо за воспитывать. наглядности. Да. Первые какие-то, недавно спартанцы до 7 лет как бы так, воспитывали своих эталонных для очень многих последующих поколений граждан, ну, спартанское воспитание, в семье, до 7 лет в семье, и это было материнское воспитание. Потому что материнское воспитание – это теплое воспитание, это заботливое воспитание. Это, Правильно, инкубаторское. Конечно. И это хорошо. Да. Я не говорю, что там есть плохое и хорошее. Я говорю, есть женское и мужское. Но они разные. Хотя монголы Они разные. рожали Женское- детей на лошади и росли младенцы буквально на руках, в седле. И тем не менее, все-таки забота и опека. Было, да, да. Забота и опека. Это правильно. Это женское воспитание. Это то, что мы потом храним всю свою жизнь в образе матери. Да. Наиболее светлый образ потом
на всю жизнь. Это, конечно, важно, это нужно. Но Что потом происходит? если оно не дополнено мужским воспитанием, а мужское То есть воспитание, авторитет все равно условно, должен быть в кавычках, условно, мужское воспитание, оно выстроено иначе, принципиально иначе. Если женское воспитание ориентировано на, скорее, на заботу о теле, не ушиби, синячок, Покушать вовремя. покушать, поспать. Лучше пусть переест, чем недоест, да? Да, я очень грубо повторяю, я тут, конечно, могу нарваться на критику женщин. Многие женщины, особенно современные, воспитывают по-мужски, то есть мужское воспитание. Не значит, что женщины по-женски, мужчины по-мужски. Ну, я вам скажу, мамы разные бывают. Я об этом и говорю, чтобы зритель не думал, что я такой вот... Не зря лишают и материнских прав и так далее. Есть исключения, конечно, но мы берем за основу, Вот конечно. мужское воспитание. А на что направлено мужское воспитание? Оно направлено на воспитание духа. Спарте нужны были сильные воины. Сильные воины – это не только сильное тело, а сильный дух. Да, можно Воин. иметь, конечно, сильное тело, но если Конечно. с духом Если духа проблемы, нет, то тело это тело только бесполезно. оболочка. Совершенно правильно. И тут начинается мужское воспитание. После 7 лет спартанцы воспитывали по-мужски. И отсюда все там эти нюансы спартанского воспитания, мы сейчас не будем их обсуждать. Сегодня другое время, тем не менее, все-таки это различие важно. Сегодня современная семья очень часто семья, где доминирует женский подход. Женский в кавычках я беру, потому что, опять же, хотя тут и кавычки тоже не быть лишние, потому что очень часто, сейчас можно, рискуя назвать цифру, где-то от 15 до 25% наших семей такие одноногие семьи с одним родителем. Я считаю, что это неполноценная семья. Спорный вопрос, я повторяю, такая одноногая наука к этому семья. как-то пришла, социология? Почему сейчас вот такая тенденция однородительской семьи? Мы сейчас перескакиваем на другую тему. Сейчас мы завершим Хорошо. тему. Но это тоже интересный момент. Вы его затронули. Да. И пусть это будет наша перспективная тема. Сейчас я закончу мысль о том, почему мало инициативы, почему мало предприимчивости, почему мало такого волевого начала у наших граждан. Одна из причин, может быть не главная, но одна из причин это особенности семейного воспитания наших граждан, начиная с маленького и кончая более позднего возраста. Это условно, в кавычках говоря, преобладание женского типа воспитания. Опека, забота, вы знаете, такие есть шаблонные высказывания, что, так сказать, кормить своих детей мы обязаны до их пенсии. Да? Это смешно, но это грустно, по-моему. Я расскажу один пример, который я сам знаю. Какая мать не хочет помогать до конца своему ребенку? Случаи, конечно, разные тут бывают. Тоже отдельная тема этого разговора. Слава, я вижу, вы, так сказать, поддерживаете такую опеку. Знаете, я не поддерживаю, просто действительно так есть. На сегодняшний день есть такие случаи, что родители вынуждены помогать той или иной семье, детям своим, которые сейчас на работу не могут устроиться, работы нет, декретные уходят, пособие маленькое. Ну что, не будешь внуку своему помогать? Слава. Очень хороший вопрос. То есть, понимаете, выражение зарплата маленькая. Слава. Очень хорошо. Вы стоите на позиции. Все-таки вы славянин, все-таки вы белорус. Я славянин. Нет, поляк тоже славянин. И я говорю. И чех, и словак. Конечно, и там тоже, я не знаю точно, может быть, там тоже такой же подход к воспитанию. Давайте посмотрим. Маленькая зарплата у человека. У моего сына, предположим. Да. У взрослого сына, ему 25 лет. Предположим, да? У него маленькая зарплата. Что там еще вы говорите маленькая? Пособие по декрету. Пособие по декрету. У него маленькая зарплата, а жена сидит в декрете. Да, и маленькое пособие. Да. Государство дало маленькое пособие бедному моему сыну, да? Нет. Что значит бедному? Кто виноват? Кто Государство кричит: рожайте, мы поможем.
рожают, Так, мы сейчас идем спасают на рождение. демографическую... Нет, ну, мы говорим о том, что было... Нет, ну, как растить В этих в нормальной обстановке ребенка, без нервов, без психов, без оставления няни, бабушки и так далее, когда нужно постоянно думать, где перезанять, где заработать, что продать, чтобы заработать. Это тенденция последних 10 лет. Раньше этого не было. Мне тоже есть чем сравнить. Понимаете? Можно было сидеть в декрете и 2 года, а можно было выйти через 3 месяца и работать. Давайте посмотрим. Вот есть конкретный пример из той же Швеции. Я его вычитал в интернете. Какая-то российская студентка учится в Стокгольме и живет на съемной квартире, на съемной комнате с одной шведкой. Это не принято вообще жить в одной комнате, но в виде исключения, потому что денег было мало и у русской, и у шведки. Они вот жили в одной комнате. А потом эта шведка пригласила эту русскую в родительский дом, ну, на каникулы. И они поехали в родительский дом. Оказалось, что это огромный дом. В гараже несколько автомобилей, дорогих автомобилей, как принято у нормальных, обычных шведов. Да, хорошая зарплата и роскошная жизнь, даже по шведским меркам. И вот эта россиянка, она с возмущением пишет: как так? Такие богатые родители и не помогают своей дочери. Мы не об этом сейчас говорим. А мы об этом говорим. Мы не говорим об этом. Нет, Слава, я закончу Одно мысль. дело, не помогают и есть возможности, да? Я закончу А мысль. это процесс воспитания. Да, У нас тоже так было. В Западной Белоруссии, Так оно когда ребенку 10 лет исполнялось, его отдавали на лето, отдавали в батраки. Даже паны, даже помещики отдавали сыновей в батраки, чтобы Это он вы говорите, на Западе гаденыш. было? На Да, Западе, да? Западная На Беларусь. Востоке не было так принято. Я с Гродно. И я знаю, и я поэтому. в 10 лет начал работать. На тяжелых работах. Мне отец сказал, чтобы ты, говнюк, знал, сколько стоит кусок хлеба. Не по деньгам в магазине, а по труду. Слава, вот поэтому-то вы и не молчите, когда у вас возникают вопросы к вашему директору. Вот поэтому вы не молчите. Вот поэтому шведка. Вот поэтому ей это у меня был 18 такой лет один исполнилось. директор. Потом мы с директорами не уживались. И больше 2 месяцев я нигде не работал, потому что я говорил директору все, что думал. И когда он обещал что-то и не выполнял, я говорил: а как же ваши обещания? Ладно, не мне, а другим людям. Вы пообещали. Такие, то-то, как то-то, вы, то-то. активные, инициативные, нужны умным директорам. Вам повезло только один раз. Ну, такое бывает. Что касается Швеции и Белоруссии, вы все сказали в русле моих аргументов. Западная Беларусь отличается от восточной. И Швеция отличается от Белоруссии в целом. Именно тем, что вот Юрий Михайлович, но шведка-то воспитывает- спокойно живет в одной комнате, потому что знает, что за плечами у нее все нормально. Нет. У родителей, Нет. и они помогут, если что. Нет. У нас надежды такой нет. Нет. Платформы Слава. такой нет. эта шведка, ей исполнилось 18 лет, ей сказали: ты свободна? Ты свободна от нашей опеки, может быть, чрезмерной, и ты свободна от нашей помощи. Ты свободный человек, знаете? Но это свобода, о которой мы говорим. Это свобода самодостаточного человека. Да. И Дело это в том, свобода по-шведски. Да, это но там свобода. можно пойти, учиться, заработать, и там есть куда уйти в дальнее плавание. Что у нас негде учиться, у нас есть где негде учиться. проявить себя. Вы знаете, вот как раз у нас проявить себя и очень трудно. Вот в том случае, где ты можешь бить 7 пядей во лбу, но место займет сын чиновника, который сам идиот полный. Согласен. Ну как можно С проявить? этим я согласен. Если там, в Европе, я столкнулся с тем, что они не спрашивают высшее образование. Они спрашивают: покажи, что ты умеешь. Совершенно. Здесь можешь быть 7 пядей во лбу, можешь лауреатом быть международных премий и так далее. Но если у тебя нету хотя бы сантехнического образования высшего, ты не будешь работать Диплома, в милиции. уточним. Диплома о высшем образовании, неважно в каком направлении. И мне говорят: понимаете, вот это место, на этом месте уже вакансия, там сидит человек. Я говорю: так может лучше, чтобы там работал? Чем сидел, да? Они сразу говорят: у нас там сидит. Я говорю: так там, по-моему, должен работать человек.
И никому как раз инициативные и развивающие грамотные не нужны. Потому что они... Уточним, Слава. Он же сядет на мое место через время. Слава, уточним. Никому в системе государственной на экономике не нужны. А вот в частном бизнесе, если вам повезло вот с вашим умным директором, вашему умному директору был нужен такой вот инициативный, активный Слава, который, так сказать, не боится сказать и критические высказывания, критические оценки, если, так сказать, это противоречит мнению директора. Такие нужны. А почему вы ушли оттуда, кстати? А он ушел, просто его заставили давать взятки губернатору Гродненской области, он отказался, послал его по всем чертям. Его был такой задавили, Савченко, да? Который потом типа стрелялся и не мог с пистолета в голову себе попасть. Ну, имитировал самоубийство. Савченко это кто? Это губернатор Гродненской области был, сам с Могилева, из команды Лукашенко, который там обложил всех поборами, взятками, развел такую коррупцию. И директору сказал, 10 тысяч заноси, должен. Он директор Скинского сахарного комбината был, которого я. А я был директором Дворца культуры, ведомственного Дворца культуры. Вот. И он ему сказал, вот ты должен, а почему я должен? У меня зарплата там, допустим, даже пусть 1000. Почему я должен? А это твои проблемы, где ты возьмешь. Должен приносить и все. И директор ушел и уехал. Куда уехал? Где он уехал, был директором 2 заводов сразу, одновременно. А сейчас в Беларуси? В России был, в России. Сахарных заводов. А сейчас у него свое производство. Он сейчас успешен? В Гродно. Но так как это частный бизнес, тяжело. Да, очень тяжело. Вот. И он ушел, пришел новый директор. Пень пнем. Ну разве можно с пнем работать? И он все развалил, все, что было построено, все, что было создано коллективом, который боготворил вот этого директора, который ушел. Но зато он умел слушать. Он до сих пор там вот, слушать того. Да, там слушать и так далее. Но в конце концов, Бог не Тимошка видит немножко, и этого губернатора сняли, опять же, за коррупцию. И он в Минске пытался застрелиться и не попал себе в голову с пистолетом. Ну, надо в рот взять уже попал. Маленькая голова, наверное, поэтому. Вот, голова маленькая, нечем было, да. Поэтому там желающих направить пистолет было много, мог попросить. Вот. Мы не закрыли все-таки тему по семье. Я вас, как преподавателя, который читает лекции студентам, социолога, да? Хотел бы, чтобы вы обратили сейчас внимание, что вы, когда преподаете, на что вы делаете акцент студентам, будучи, может быть, не из полной семьи, из неблагоприятной семьи. И можно ли этому вас научить? Родительские права, родительские обязанности, родительская любовь. И родитель же берет основное. Я родитель. Хочу бью ребенка, хочу так воспитываю, хочу. Что вы меня тут учите? Этому можно научить? Вот становление личности, когда становится ребенка? В семье или ломки происходят характера уже будучи, когда он выходит на улицу, или после 16, особенно когда он попадает в среду. Уже, потому что улица, ну, она ведет за собой, тянет. И как правило, дети, особенно пацаны, идут по течению, беря пример, или не быть хуже тех, которыми они в толпе. Там своеобразный, конечно, закон выживания. Основные акценты, разрешите за вами поухаживать, основные акценты, какие вы делаете студентам в плане самостоятельности, в плане становления личности, характера как родителя. Насколько велика ответственность института семьи в становлении личности? Ну, моя роль как преподавателя и влияние преподавательской работы на семейно-брачные отношения невелика. Я сразу скажу. Хотя у нас читается курс семейная педагогика, раньше читался курс этика, психология семейно-брачных отношений, и мы об этом рассказываем, и это интересно и хорошо, но тем не менее все-таки это учебные занятия, и здесь наш потенциал... Учебные занятия, на каких мало к чему можно научить? Уже. Мало чему, но... Для чего читаются тогда эти лекции? Что делаю я, Кому например, это надо? Что делаю я, например,
пытаясь активизировать студентов, активизировать молодежь, так, шире возьмем, да, мои семинарские занятия проводят студенты. Ведут, на месте преподавателя сидит студент. У него в распоряжении мой журнал преподавательский со списком группы, и он ведет семинар. Что касается того, что можно сделать за 8 лекций, да, можно ли изменить ценностные ориентации молодежи. Ну, учитывая, что 8 лекций, то... Да, и 8 семинарских занятий. Проходим программу, чтобы поставить зачет. Конечно же, КПД большим быть не может, хотя я измеряю КПД своих лекций, например, по курсу «Коррупция и общественная опасность». И я вижу, что там есть результат. Потому что я замеряю готовность студентов участвовать в этих, скажем так, коррупционных отношениях во время сессии на первой лекции и на последней лекции. А потом сравниваю, и я вижу, что есть результат. Я думаю, что основная задача по этим лекциям о коррупции, что если вы будете брать, вы должны знать, что вы будете сидеть. Больше ничего здесь нечего преподнести. Элементы шоковой терапии я использую. Я показываю студентам... И бесплатный сыр только в мышеловке. Видеоролики, скажем так, место у параши. Это есть такой термин. Нехорошее место, отхожее место в камере. Я показываю студентам, где вы можете оказаться. Ну почему? Сейчас это на уровне хорошей статьи. Мошенничество, коррупция, воровство. Можно сидеть очень даже хорошо. Если знаешь, ты берешь, оставляешь, знаешь, что ты сядешь, но при этом ты берешь больше, чем ты просидишь, потом выйдешь с чистой совестью на свободу, а у тебя закопано где-нибудь пару миллионов. В этой стране по-другому не выжить. Что касается семьи, то такими примочками, типа лекциями в высшем учебном заведении ситуацию не исправить, поскольку те изменения, которые происходят с институтом семьи и брака, они имеют глубинные цивилизационные корни. Какого рода эти корни? То есть то, что происходит с семьей, я поясню, что происходит. Двумя словами, даже одним словом. Распад. Семья распадается. Она умирает. Как институт. Как социальный институт, помните, такая расхожая формула: семья как первичная ячейка общества. Да. Вот эта первичная клеточка большого социального организма, называемого обществом, это живой, хоть и социальный, но живой организм. У этого живого организма есть первичная социальная, опять же подчеркиваю, социальная клеточка. Первичная социальная организация – это семья. И вот эта семья, она на протяжении долгих, скажем так, исторических таких ретроспективных этапов, она была разной. Сегодня она такая. А что вы думаете о той семье, которой отец приводил невесту? То есть отец говорил: женишься, возьмешь ту. Помните, было время? Помните свое, простите. Я знаю. Знаете, было, да, то есть из истории берем, да. Если проследить. Да, если проследить из ретроспективы, из глубинного такого, прошлого человечества, то мы видим семья такая родовая, большая, многочисленная, включающая в себя разные поколения. Потом была расширенная семья, которая включает в себя папу, маму. Это уже такая не родовая, но расширенная семья. Потом из этой расширенной семьи мы видим такую нуклеарную семью. Нуклеарное, значит, ядро осталось. Только одно ядро. Папа, мама, и сначала было много детей. Теперь осталось 1, 2. 3 это уже считается многодетная семья. Нет, уже 4 у нас считается многодетная семья. Это буквально недавно, да. Но и эта семья, я уже говорил об этом, что от 15 до 20 и больше процентов, она уже одноногая семья. И тенденция идет к тому, что вообще даже эта нуклеарная семья, то, что осталось от большой семьи такой, молекулярной, это нуклеарная семья, где осталось одно ядро, и это ядро уже распадается. И мы, я думаю, что стоим на пороге общества, где семья как социальный институт, не будет нормой. И мы это видим, что
даже на нормативном уровне, даже на правовом поле это понятие разваливается, разрушается. Например, вводом, скажем так, или отождествлением семьи традиционной с семьей гомосексуальной. Вот иначе как попыткой развалить изнутри институт, в правовом отношении, институт семьи, я не могу расценить признание гомосексуальной семьи в качестве семьи, потому что это нонсенс абсолютно, ибо семья есть институт, да, некая организация, социальная организация, призванная воспроизводить поколение. Юрий Михайлович, полет на Луну был тоже нонсенсом. И полет в космос. Нет. И за это сжигали на костре. Я понимаю, я не за это, но никогда не говорите никогда. Я не ретроград. Я в этом плане, что мы не знаем, что будет, но к этому двигается, что вы сами сказали, что распад семьи, как ячейки той общества. Да. Потому что в свое время, почему я сказал, что, помните, отец сказал, и выйдешь, и будешь жить. И детей рожали, и жили, и воспитывали. Да, слово «любовь» там как бы в большинстве случаев отсутствовало, но такие были законы. И законы нормы, семьи, да. Ячейки, да, общества. Такие были правила. Да. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, ретроград, консерватор. Я не против гомосексуальных отношений, но я против признания гомосексуальных отношений в качестве семейных отношений. Семейно-брачных, я подчеркиваю, семейно-брачных отношений. Ну да, если уже брать пол, мужской и женский, то как бы природой миром создано то, что это все-таки две разных клетки, мужская и женская, воспитывают. Конечно. Главная функция, основная. Потому что иначе две клетки одинаковые не произведут потомство. Совершенно Мы правильно. теряем продуктивность просто-напросто. А именно в этом суть, в этой функции суть семьи и брака. Воспроизводить поколение. Потому что семья и брак – это, скажем так, фабрика жизни, фабрика воспроизводства поколений. Если этой функции нет, сама семья как социальный институт разваливается, ибо функция, скрепляющая ее, отсутствует. Гомосексуальная семья не может воспроизводить, сама не может воспроизводить естественным образом. Да, пусть там даже очень люди умные, грамотные. Нет, и так я далее. Об этом не говорю. Я не говорю о сексуальных контактах. Меня это вообще не касается. Я говорю Я говорю о воспитании человека человеком. Они могут воспитать хорошего человека, но произвести-то они его не могут. Произвести не могут. А именно воспроизводство поколения, суть семьи, брака. Юрий Михайлович, стали же производить уже детей в пробирке, как говорится. Мы не говорим даже не про суррогатных матерей, сейчас мы говорим, а именно о том, что наука идет тому, что можно взять, заморозить яйцеклетки, миллионы, миллиарды, и просто потом брать генетически успешных мужчин с генетически успешными женщинами и производить супер просто успешных детей, Слава, красивых и так далее. Вы сами пришли к тому, что вместо семьи и брака, как фабрики жизни, обеспечивающие воспроизводство поколения, мы приступили, уже вошли фактически в эпоху, скажем так, индустриализации тех функций, которые раньше выполняла семья и брак. Потому что функция экономическая, которая была базовая фактически, после воспроизводства функции семьи, сегодня внесемейная, госпредприятия и вообще все предприятия, они, как правило, не семейные. Остались семейные, но их немного сравнительно. Экономическая функция не семейная. Функция воспитания, я думаю, вас воспитывала уже не семья, а воспитывали профессионалы в ясеньках, в садике, в школе, в университете. Самообразование еще очень важная вещь. Конечно. А теперь создана уже технология воспроизводства, так сказать, людей. Конечно, и мы уже знаем массу примеров, как это делается. И уже есть фирмы, есть структуры, скажем, которые индустриально могут воспроизводить человеческую жизнь. Они уже могут воспроизводить массово нечеловеческую жизнь. Собачек, кошек, морских свинок. Да. И это делается, что касается человека... Вплоть до клонирования. Так я об этом и говорю. О клонировании. И о клонировании тоже я говорю.
Сегодня нет проблем воспроизвести любое животное из Ну, из- на эту из тему первичной фантасты клетки. даже очень свои фантазии развили, даже фильмы такие снимаются, которые и понимаешь, а где-то здесь это правда, ведь так Сегодня может это уже- быть. Сегодня это уже не фантазия. Да, я и говорю, что... уже правда. Да. Единственная тоненькая пленочка, которая, ну, скажем так, мешает переходу от воспроизводства овечек Долли там, и собачек любимых там, или кошечек морских свинок на пути производства человека, это некие моральные и религиозные ограничения. Давайте посмотрим немножечко, заглянем за горизонт, очень близкий, кстати, и посмотрим, какие есть преимущества у этой индустриализации. Подчеркиваю с самого начала, что я не то чтобы сторонник, я вообще не сторонник такой. Преимущества и минусы. Сначала преимущества, Да. потом минусы. А давайте так, поиграем в эту игру. Давайте. Я преимущество, а вы минусы. Хорошо. Итак, первое преимущество. Мы говорим о функции воспроизводства. Не воспитания, потому что само собой. Нет. Воспитание уже все согласились, что внесемейное воспитание лучше, да, чем семейное. Хорошо. Возьмем. Кто все согласились? Не все. Я не согласился, потому что все мои дети воспитывались, а их 4 воспитывались в семье. Они Все зависит еще от семейные, родителей. Если они все родители семейные, знают, как воспитывать, то этого тоже достаточно. Просто есть жестче условия, а есть мягче условия. Да, так вот, берем функцию воспроизводства. Самую интимную, самую важную функцию семьи и брака. И посмотрим, в чем преимущество индустриализации, да, вот этой функции. Ну, первое преимущество. Мы можем избавить будущее поколение от всех наследственных болезней. Сейчас люди подбираются, папы, мамы подбираются случайно. Случайно, да. Как правило, даже не спрашивают молодожены, а какие там есть у вас, может, Да, кстати, какие-нибудь генетические болезни. Люди только повзрослеют, а мама может, слушай, ты мама. вот дружишь с девочкой, вот Что у нее? что у нее бабушка Я же ее люблю, ну Да, что я да, буду да. думать о всякой глупости? И очень сильно обижаются молодые люди, когда Конечно. говорят, да что, там же у них есть меня третий спрашиваешь. ребенок неполноценный. Там Какая то-то, то. точно- Да, то есть когда родители говорят об этом, пытаясь оградить человека, влюбленные думают не мозгами, а сердцем. Ну, еще чем-то. Да. Но мы, да, а в нашей системе, я скажу, в нашей будущей системе, очень близкой будущей системе, весь исходный материал, назовем это так, он будет, скажем Подобран. так, да, избавлен от всех наследственных болезней. Более того, мы можем подбирать по вашему желанию или по желанию правителей, кстати, это еще один шаг вперед. По желанию, скажем так, старейшин, ну, раньше назывались только философы, кстати, в этих, да, в проектах утопистов Мора, Кампанеллы, там, и так дальше, да, Платона. Эта тема разрабатывалась, и я думаю, что мы уже близки к реализации этих проектов. Так вот, или родители, или в перспективе те, кто моделирует общество, моделирует в том числе не только нормативно, там, идеологически, политически, но и физиологически. Они будут отбирать тот первичный материал, семенной материал, скажем так, женский и мужской, который будет достоин, скажем так, продолжиться в следующих поколениях. Вы видите в этом минус? Нет, конечно, в данном случае здоровье нации, здоровье будущего Спасибо, поколения. 1-0 в мою пользу. Берем дальше. Поколение здесь, конечно, плюс пока мне тяжело возразить, потому что мы все хотим, чтобы наши дети были здоровыми. И на этих будущих детей не распространяется отсутствие тех ферментов, в каких начинаются дети. Потому что уже здесь идет разум, а не эмоции работают. 1-0 в вашу пользу. Дальше. Ну, с воспитанием мы не будем, да? Воспитание Я вы думаю, уже воспитываться сдаете. то же самое. сразу сдаете уже, Воспитываться будет так, как и воспитывались на прежнем. Садик, школа и так далее. Конечно. Причем мы тоже уже, скажем так,
центр тяжести воспитания все больше и больше выходит из семьи. Например, мне, когда мои дети, ну, сейчас тоже учатся, да, в 4 классе мой ребенок, но старший, так сказать, учились, и мне даже пришла бумага из школы, где директор предлагал мне отчитываться, мне, родителю, отчитываться о том, чем занимаются мои дети в выходные дни. Ну, я, конечно, спросил у директора, а на каком основании вы у меня, у родителя, требуете отчета? Может быть, мне у вас спросить, да? Кто здесь главный? Он сказал, что от него требуют вышестоящие, да, структуры, потому что это является, а именно забота и опека над детьми во внешкольное, даже во внешкольное время, это главная обязанность школы. То есть вот это пример, на мой взгляд, яркий и очевидный, пример, который показывает, что уже эпицентр ответственности постепенно переводится на общественные и государственные структуры. И в этом тоже я вижу тенденцию, не просто случайность. Нет, директор хороший человек, и это была не его инициатива, это проявление тенденции, причем глубинной тенденции. А именно, семья перестает быть центром рождения, воспитания, ухода за ребенком. Вот я к тому, не потеряет ли человечество те эмоции, благодаря которым пишутся стихи, слагаются песни, романсы поются. Ведь человека можно произвести. Двое собрались, пошли в клинику там или в офис, выбрали лучшую клинику и сделали себе, Слава, подобрали у вас есть ребенка. дети? Есть. Сколько? Ну, не один. Ясно. Ясно. Ваши дети ходят помимо школы еще куда-то? Ну, двое Английский изучают? Английский, немецкий, итальянский знают, польский изучают. Да. И они изучали это в семье, от вас они получили эти знания или ездили в другие страны, к нашим друзьям, там жили и там изучили. Двое детей сейчас учатся в лингвистическом университете города Минска, изучая иностранные языки. Ну, а когда маленькие были ваши дети, они сейчас уже не очень маленькие, да? Они, наверное, ходили в школы развития, художественные школы, там учились живописи, музыкальную школу. Я вам говорю про совсем другое. Нет, вы же меня спрашиваете, а где же они научатся тогда слагать стихи? Они уже сейчас учатся не в семье. Они сейчас уже учатся. Ну, подождите, но это все равно притупляется. Один единственный пример. Раньше девушку поцеловать при моих родителях нужно было ее гулять полгода. Сейчас это можно сделать на 3-м, на 1-м свидании. Сокращается монтаж приятных ощущений, сокращается. И человека заменить проще будет. Ценность жизни станет меньше. Ну, погиб, помер Максим, ну и фиг с ним. Потому что можно сделать, пойти нового заказать. Ну, да. И начнут делать же, и уже сейчас же уже есть варианты 3D почки, печень и так далее. Да, это хорошо, потому что мы избавимся рано или поздно от раковых болезней и так далее. Это очень хорошо. Но зайти в автосервис, поменять почку, это хорошо. Я вам о чувствах, о эмоциях, что жизнь как такова перестанет иметь ценность. Эмоции и чувства свои вы и оттачиваете, и испытываете все чаще и чаще вне семьи. Или это не так? Вы идете развлекаться в кинотеатр. Но первое все равно приятное ощущение мы получаем в семье. Похвалу, эмоции, там, и наказать ребенка, и похвалить, и поощрить, это все равно все эти первые эмоции в семье. Слава. Что касается мужчин, мужчины все больше и больше, что называется, как это называется, занимаются обеспечением семьи. Они занимаются отходничеством. То в Россию, то на Запад, то куда. Это вынужденная мера. Это не вынужденная мера, это нормальная мера. Нет, это не нормально. Когда ребенок воспитывается без отца, когда он все время ездит, зарабатывать нужно там, где ты живешь, чтобы каждый вечер можно было умыть ребенка и положить его спать. Вот Беларусь — это такое, знаете,
среднее европейское болото, где жизнь законсервировалась. Но и вы, как представитель вот этой законсервированной социальной, скажем так, социального заповедника, отчасти уже одной ногой вышли. И вы наверняка знаете, как живет средняя, например, немецкая семья. Или средняя французская семья, вот, европейская семья, продвинутая. Мы называем это общество развитым. Вот, развитое общество. Мы с этим связываем, да, прогресс. Я с иронией произношу это слово, подчеркиваю интонацией, что это прогресс. В чем он проявляется, если мы говорим о семейно-брачных отношениях? В том, что все зарабатывают бабки. Да, мы можем встречаться. А что здесь плохого? А нет, это очень хорошо. Вы при бабках. Но вы-то говорите о эмоциях, для того, чтобы вы можете обеспечить нормально свою жизнь. Вы ее обеспечили материально. Но как часто вы встречаетесь с женой? Как часто вы встречаетесь со своими детьми? Кстати, насколько я понял, дети могут быть и от разных женщин. Так? Так. И это уже норма стала. А если дети от разных женщин, то как часто мы, отцы, их видим? А теперь уже часто мамы одно их дело видят. Иметь Спросите, женщин, у кого? детей от разных, а другое дело их воспитывать. Одно дело жить в семье без любви и обманывать друг друга, другое дело, когда в семье отношения идеальные. Понимаете? Вы знаете, дети могут быть от разных женщин, но воспитывать... как Мадонну, знаете? Да. Успешная женщина. Мадонна, успешная женщина. Успешная женщина, как в бизнесе, да. Она успешная женщина, эталон успешной женщины. 2 ее ребенка, 2 ее девочки. Как вы думаете, где они воспитывались? В пансионе. Понимаете, но она навещала детей. Да, она очень занята. Это разные вещи совсем. И Мадонна не пример, как исключение. Таких Мадонна много. пример для очень многих. Спросите Джоли. у этих девочек, которые там сидят вот, за соседним столиком. А вот Брэд Питт и Джоли, у них большая семья, они воспитывали вместе. Взяли приемных, по-моему, 3 штуки. Да, приемные. И что? Не будем же приводить вот таких примеров как раз нормальных, слава богу, еще больше. На этом, дорогие друзья, мы вынуждены закончить, но учитывая, что у нас много недосказанного, я думаю, что мы скоро продолжим. Спасибо, Юрий Михайлович, за интересную беседу. Я думаю, что мы встретимся скоро вновь и поговорим. Мы не договорили о коррупции, но есть еще следующая тема. Мы еще о семье ничего не говорили. Как-то время так закончилось, но до новых встреч.